Ну что еще добавить? Мы полпути прошли в одну сторону, скажем. Сейчас полукругом я буду возвращаться. Дальше идти нет смысла. Мы сегодня неплохо поохотились. 2 глухаря молодых. Это хороший результат, когда еще птицы нету. Но я примерно ждал этого глухаря, потому что когда я там на болоте выстрелил, он отделился от стаи косачей и в этом направлении прилетел. Чуть-чуть не проморгал. Перед этим у меня косач еще сидел. Тулан смотрел, я даже внимания не обратил, а там, оказывается, косач был под деревом. От меня там 30 метров. И после этого вот, как сказать, вдруг мне попалось на глаза, на сухостое сидел вот этот. Все, Господь, что это такое? Волю дашь им, они все перья ощипят или как там, ну, дергают все перья, короче. Ставьте пальцы вверх, как говорится. Сегодня охота удалась. Чуть опять не подрались мои собаки. Блин. Фух, злые какие-то. Так. Ну все, не будем время терять. У меня 2 шкалы остается съемкой. Батарейка разряжается, а пауэрбанк я не взял. Идем дальше. Лесопунктовские старые вырубки тут. Вон пеньки, как мы видим. Находить тут хорошо, потому что яголевые места. Поэтому меня тянет сюда. Каждый год я тут брожу. Лес вроде как восстанавливается тоже. Уже сосны так нормально подросли. Такой лес. Интересно, кто тут работал. Давно уже живых нету. Дед тут тоже, ну он всю жизнь лес валил, вальщиком был. Может, он тут тоже работал. Иду по солнцу. Вот сейчас солнце взял на правое плечо. И так тупо иду. Пока тишина. Налево не буду уходить далеко. Пока в рюкзаке 1 глухарь, и то уже вес. Так что потихоньку по полградуса там буду сворачивать в сторону избы. Не буду лезть какие-нибудь балакины. Вот по такому месту и буду ходить. Очередные косачи, ребят. Ох, хитрые, блин. Но я их увидел. Уже хотел прислониться здесь, выстрел сделать. 100 метров тоже было. И от собак ли, я не знаю, там шуганулись. И до этого там еще несколько штук их было. Но общей сложности 7 штук, наверное, вот тут. Блин. Момент хороший был. Ну, неудобно так. Сидел, конечно. Пол туловища я видел. А оказывается, там 2 штуки еще на одном дереве было. Короче, взлетели, улетели и летят очень далеко. Не по пути нам. Нам надо направо идти, а они все улетели наоборот, совсем в другую сторону. И на соснах сидят, блин. Увижу только, когда они взлетают.
Все-таки, наверное, они осторожничают. Собак боятся. Вон там еще слышно. Где-то еще сидит. Тоже взлетел. Казачьи они такие, блин. Вот еще один взлетел. Надеюсь, слышно было, как им коцал. Совсем не по пути, блин. Я уже назад возвращаюсь, получается. Вон он. Один раз лайкнул собака еще. Ладно, пока выключаю. Хочется их еще погонять, конечно, но далеко улетают. И стрелять не видно их. Увижу только после взлета. Сейчас будет обед у меня, ребят. Надо отдохнуть. Погоняли косачей, так и ничего не подстрелили. Ну, перехитрили они нас. Лай собак не выдерживает. Моментально взлетают, улетают. А сам вовремя не замечаю. Ложку забыл, как всегда. Блин. На обед у меня каша будет. Ну, не знаю, фирма какая.
Сейчас много хлеба пока не дам. Еще один перекур у нас будет. Айда. Пока так. Дома покушают, нажрутся еще. И тучи надвигаются, ребят. Наверное, начнется дождь. После заморозков. Ни одного гуся я не слышал еще. Ни лебеди, ни гуси. Я не знаю, может перелеты где-то есть, но здесь никто не летит. Вот так. Ух ты, горячо. Даже мясо есть. Каша, между прочим, вкусная. Угу. Угу. Вкусная каша. И уже действительно кушать хочется. Вчера вечером я пожарил картошку. Сегодня позавтракал картошкой. Вот так. Айда не может успокоиться. Ну, косачи тут, видимо, ходят. Значит, для них кормежка есть. И единично попадается брусника, кустики. Даже медведь тут водится, видимо. Видели эти следы. Вот так я отдыхаю, ребят. Сегодня у костра. Обычно я костер не люблю разводить, потому что запах дыма пугает зверей. Когда ты охотишься именно вот. Ну, на рыбалке это да, не помешает. А когда ты хочешь что-нибудь добыть из зверей, лучше без костра обходиться. А в такой дали хоть слон выйдет, я стрелять не буду. Потому что очень далеко. Вот так.
Ну все, в принципе. Видели, как я отдыхаю. Продолжаю. В общем, доедаю я эту кашу, пью чай и пойдем дальше. Эта банка для человека самое то. Восстанавливаются силы. Некоторые даже думаю, что я мало дал хлеба собакам, но это для них норма. Такой дай для собак еще еду таскать. В меру есть, даю, я не обижаю их. Сам ем и им дам. Так что плотно они покушают дома. Избушка-то есть. У них миска там всегда каши навалом. Вылез на трассу какую-то. Все, уже башка ни хрена не варит. Следы оленей. Да. Не понял вообще, куда я иду. Придется все-таки навигатор доставать. Так. Где я нахожусь? Солнце спряталось, блин. Все вверх дном у меня в голове. Короче, без навигатора я тут все пропал, в общем. Потерялся. Где юг, где север? Так. Так. Сойка. Вон какая-то птица нормальная, блин. Ладно, ребят, сейчас навигатор достану. Снежок начинается. Я думал, дождь будет, а на улице так. Ну, я вспотевший сейчас иду, а на улице так ветерок прохладный. Собаки собрались. Все в сборе, в общем. Сойка. Сойка идет. Айда нервничает, не подпускает Тулана к рюкзаку. Начинается. Короче, все стало ясно сейчас для меня. И я нахожусь на квартальной, как сказать, просеке. Именно где-то должен быть столб. Так. Между прочим, и куда я шел, так, это совсем в другом направлении оказалось. Я думал, мне надо туда идти, а мне идти надо наоборот, совсем в другом направлении. Так, и получается, так, буду разбираться, в общем. Где-то здесь квартальная просека. Сейчас надо найти, может, это и есть квартальная просека. Вот тут где-то, потому что именно нахожусь на нем. А здесь колея, тракторная колея. Тут трактора ездили, дорога видно была.
Так, если туда нам идти... Блин, надо разбираться. Сейчас я выключу немножко. Вот теперь, короче, я разобрался, ребят. Не спеша посмотрел навигатор. Пришел вот оттуда. Вот оттуда. Здесь, если я в каком направлении шел, где-то километр 800 остается до охотничьей избы, где мы в прошлом году были, я показывал, возле ручья. Но сейчас уже с рюкзаком туда идти не буду. Толку от этого не вижу. И я иду именно в противоположном направлении. И буду идти строго на юг. Строго на юг. Немножко я уже, оказывается, с курса я потерялся без навигатора. Чуть-чуть я пошел не туда, куда мне надо. Здесь будет болото. Я это болото обойду с левой стороны. Ну, прилично еще нам идти. Где-то до избы, если по навигатору, по прямой, где-то километра 7 еще остается. На этом, если по навигатору, а я и буду идти зигзагом. Ну да, разобрался, все понятно стало теперь мне. Просто солнце спряталось, и вот и я тоже немножко чуть-чуть с курса сбился, потому что лес тут одинаковый, кругом такие вырубки, и не понимаю, где болото, где вырубка, все одинаково светло. Думаю одно, вот скажем, я иду вдоль болота, параллельно болоту шел, по идее. Оказывается, это уже, блин, тут вырубка. Ну, бывает. Квартальный стол от меня справа. И да, с правой стороны. А я находился на квартальном просеке где-то, ну, надо было поискать, чтобы найти. Где-то поблизости, буквально там 40 метров, нестыковка с навигатором, получается, туда-сюда. И там был запад-восход, восток, запад-восток, квартальная просека. А где вот столб стоит, там, ну там заросшее место, там не стоит туда лезть, в общем. Ну, сейчас уже буду идти. Посмотрите, а тут как тут не запутаешься, потому что все заросло, непонятно. В принципе, вижу, что лесопунктовской вырубкой, но в то же время очень быстро запутаться в лесу. Так что компас или навигатор всегда нужен. У меня всегда с собой компас и навигатор. Потому что надеяться на навигатор тоже особо. Вдруг батарейка разрядится, все, хана тебе. Ладно, пойдем. Не через такое проходили. Всякое бывало, там блуждали там на ровном месте иногда. Обхожу болото, а тут, блин, не лучше. Ну, тут участок меньше. Болото широкое. Ай, блин.